Говоря об Ольге Иваницки, мы неоднократно произнесем слово «революция». Октябрьская революция в России, революция в художественной жизни Югославии, революция в осмыслении эпохи потребления. Своим рождением, творчеством, знаниями она переворачивала бытующие основы и предлагала задуматься над множеством вопросов. Изменяя художественный мир и мир бытия вокруг себя, она непредсказуемо, почти пророчески предсказывала обычные ситуации и мировые события. Вообще, я не знаю, сколько на самом деле знаю. Знаю и то, что мне еще не пришло на ум, сказала однажды, как бы случайно о себе Ольга. Оля Иваницки, Ольга Иваницкая, родилась в русской больнице в городе Панчево в 1931 году. Медицинское учреждение было определено королем Александром Караджорджевичем российской территорией, чтобы каждый родившийся здесь малыш имел право считать себя настоящим русским. Ее родители повстречались в городе Крагуевце, где они оказались после бегства из Российской империи после Октябрьской революции. Отец Василий Яковлевич Василенко-Иваницкий, петербуржец, майор русской, а затем югославской армии, потерял первую семью в России во время революционных дней. Он долго мыторствовал, прошел через Берлин, Константинополь и оказался в Сербии, где он устроился в военно-технический институт в Крагуевце. Мать Вероника Михайловна Петровская после известных событий осталась сиротой. Приехала она в Сербию старшеклассницей вместе с Харьковским женским институтом. Когда Вероника сдала выпускной экзамен, ей было некуда идти. Семья ее школьной подруги Ольги, будущей крестной матери, в честь которой впоследствии была названа Оля Иваницки, забрали Веронику с собой в Крагуевец, чтобы она жила с ними до замужества. Девушка устроилась секретарем в военно-технический институт, где познакомилась с господином Иваницким, старшим ее на 20 лет, и в 1930 году состоялась их свадьба. На следующий год родилась их единственная дочь Ольга, Оля. А в это время мама Вероника, к несчастью, уже заболела туберкулезом. Болезнь развивалась, несмотря на лечение, и в 1936 году она умерла. Оля останется с папой, который посвятил ей всю оставшуюся жизнь. Русские приятели и соседи Иваницкого помогали Василию Яковлевичу с дочкой. Часто именно русские дедушки и бабушки читали ей сказки. Папа заставлял ее учить русский, немецкий, французский. Читал русские научно-фантастические рассказы и Библию. Он был отличным математиком. В одном интервью она гордо сказала: «В целом хаосе русские имеют точное ощущение математики, которое имел и мой отец». Когда Оле было 14 лет, молодой студент, будущий профессор Кока Янкович, создал скульптуру с девочки, оригинальный гипсовый слепок, который хранится в Академии в Белграде до настоящего времени. Ольга вспоминала с улыбкой о том, когда она пришла сдавать вступительный экзамен в университет. Она сказала, что поступит на факультет скульптуры и изменит мир. Ведь все уже знали девушку из ее скульптуры, стоящей на лестнице в здании факультета. Революция в профессии. Она закончила учебу в 1955 году и получила степень магистра в 1957, а в 1962 стала первой югославской стипендиаткой фонда Форда и отправилась для дальнейшего образования в Соединенные Штаты в школу дизайна Род-Айленд. Medijala je bila grupa koja je obuhvatala kao skulptor, kao što je bila Olja, bila je muzičar kao što je Vladan Radovanović, arhitekta koji su bili Leonid Šejka, bili su slikari
znači jedna vrlo široka grupa, bili su ljudi koji su se bavili pesništvom, kao što je Miro Glavortić, ljudi koji su bili mističari, među njih spada i on, neki koji su bili vrlo religiozni, ja mislim da je bio i Leonid Šejka kao pravoslavac i kao katolik Miro Glavortić. Dakle, jedna vrlo raznovrsna grupa koja je duboko tražila korene umetnosti u savremenosti. Olja je tu bila jedna izuzetno dragocena ličnost svojim šarmom, svojom lepotom, svojom atraktivnošću, svojom slobodom i ponašanja i ideja i tih preletanja, kao što sam rekla, da ona iz jedne forme koja je zatvorena, forma jednog Leonarda da Vincija krene ka nečemu modernom, što bi bio pop art u jednoj kratkoj formi. I ja sam pisala jednu knjigu koja nikada nije izašla, ali sam je završila i objavila sam je u nekoliko navrata kao različite studije o medijali i tada sam je obišla, to je bila, mislim, 82. godina i ona je posle dugog razgovora meni rekla da ja izaberem jedan crtež. Onda sam izabrala jednog salamandera koji mi se činio da je upravo slika nje same, salamander koji menja boje, koji je jedna enigmatična životinja koja ima neke svoje vrlo nedodirive stvari, jer će vam pobeći ako hoćete da mu se približite. I ona je napisala na posveti salamander koga je htela Irina i salamander koji je hteo Irinu. Tako da je to na meni dragi crtež. Mislim da je on crtež koji pokazuje vrlo dobro tu njenu lakoću rada, inventivnost, slobodu, gde je ona zaista pokazala najbolji deo sebe, a ne taj deo njenog političkog bića koje je, čini mi se, loše uticalo na njeno mesto u istoriji umetnosti. To izvesne performanse, kako mi to zovemo, i pre nego što je otputovala u Ameriku, zajedno sa Leonidom Šejkom, koji je bio jedan od glavnih ideologa grupe Medijala, kojoj je Olja pripadala, zajedno sa Šejkom, ona je pod uticajem ideja Medijale, a to je znači pravljenje neke integralne slike, slika koja će povezati staru umetnost sa novim značenjem ili novim problemima, prestala da radi svoju skulpturu, inače je ona formirana kao skulptorka. Ona je pravila slike koje su asocirala Leonarda da Vincija ili neke renesansne umetnike. Nažalost, toga nema sada po muzejima, ali sigurno su te dela sačuvana. Ona je radila sa Šejkom, kao što sam pomenula, te performanse na đubrištima, na nekim napuštenim mestima, gde su njih dvoje pronalazili neke predmete i govorili da su to dela umetnička moderne civilizacije. Дочь Леонардо. В последнем интервью в 2009 году Оля рассказала, почему она называла себя дочерью Леонардо да Винчи, как и многие другие коллеги. Может быть, всегда стоит выбирать образец для подражания, икону, что-то, что не сможет вас разочаровать. И у меня возникло ощущение, что эта жизнь, посвященная обязательствам, принадлежит и ему, и мне. И если мне нужно было иметь человека, которого я могла бы любить безоговорочно, без колебаний и без взаимности, а просто так, просто отдавать и не ставить никаких условий, то это был, безусловно, Леонардо. Женская чувственность Оли направляла ее руку к миру природы, матери. Ее случайность, спонтанность перекрывала леонардовские образы, предлагая зрителю иной уровень фантастических картин ассоциативного порядка. Космический цикл.
Оля была визионером во многих областях. Она была своего рода сербской госпожой Блаватской. Там, где прекращается искусство, для нее начинались духовные науки, и наоборот. Космос, инопланетяне, параллельные миры были страстью для нее и воплощались над реальностью в ее картинах. Она предлагала на конкурс в НАСА проекты поселения на Марсе и писала об уравнении Вселенной. И о последнем номере 118 из таблицы Менделеева, который был добавлен уже после ее смерти в 2016 году. Поэма о золоте. Неужели сотворение мира началось уравнением Вселенной, с конца элементов, с последнего номера 118? Идея вторжения инопланетян отражена в ее одноименной работе, которую она называла новой формой коммуникации. Знаки, отпечатки, начертания на полях и, возможно, люди, похожие на нас, которые осуществят это вторжение. А возможно, и мы высадимся, только в каком-нибудь другом мире. Она цитировала Николая Рериха, носила космический костюм и пульсировала идеями, в которых ее искусство сопровождалось серьезными теоретическими мыслями, перерастающими в поэтические и картинные видения будущего человечества. Хаос внешнего мира на ее полотнах превращался в сети массовых коммуникаций и сообщений, и эту планетарную картину она воспринимала как расширенные чувства, как особый дар. Da je bila ne jedan korak, nego 5 koraka iznad drugih. Znači, mogla je da predvidi neke stvari i čak sada možemo vidjeti koliko je njeno slikarstvo bilo vanserijsko. Znači, da je pokušavala da ostvaruje te neke kontakte koji nisu bili u mogućnosti da se ostvare, ali je ona to pretakala na platna. Znači, toliko je bila ispred vremena i toliko je želela da dođe do tog nedokučivog, do tog dalekog. Znači, imala je poglede na svet i sve ovo što nas okružuje kud i kamo drugačije nego što mi imamo u stvarnom životu. Ona je jednostavno imala neki taj svoj pravac gde je prolazila kroz ličnost, gde je prolazila kroz predmete, gde je jednostavno prolazila čak i kroz atmosferu, ulazila u vasionu i odatle te njene slike budu toliko lepe и toliko специфичne. Особо ее поэтическая душа чувствовала Сергея Есенина и его музу Исидору Дункан, о которых она написала ряд картин. Революционный дух Иваницкий проявится и в неожиданном для многих создании модной коллекции для торгового дома «Мона». Первая коллекция вышла под названием «Тесла» в 2005 году, а в 2007 появилась коллекция «Негош», на которую ее вдохновила жизнь и творчество Петра Петровича Негоша, сербского православного епископа Черногории, одного из величайших сербских поэтов и философов, великого поклонника Пушкина. Художница показала космическое измерение характера Негоша в рисунках, эскизах и даже в экстравагантных сегментах, таких как костюм и мода. Его силу она показала через связь с Россией, ведь в чертежах, костюмах она изобразила и представителей русского двора, показала славянский дух эпохи. Подняв занавес перед XIX веком, Оля Иваницкий открыла несколько забытый мир мистических русских балов, утонченных дам, загадочных русских аристократов, которые были и ее предками. Я писала серьезные письма разным людям, которые правят миром, просто как взгляд со стороны, что должен быть баланс между разными нациями, возможностями, религиями. Я предупреждала об экономическом кризисе и кризисе ресурсов.
Кому вы написали? Я написала Хиллари Клинтон и Владимиру Путину, среди прочих. Вы получили какой-нибудь ответ? Мне не нужны их ответы. Мне нужно рассказать им. И я знаю их ответы потому, что они делают. Но я предупреждала их, что это чрезмерная праздность, поверхностность, это небрежность к ресурсам самой планеты, к ее душе, к населению, к ее рыбам, птицам, что все это вышло из-под контроля. В октябре 2009 года в Белграде, уже после смерти художницы, была проведена выставка ее работ в честь президента России. Были выставлены портреты Сергея Есенина и Александра Пушкина, Владимира Путина. Центральное место в экспозиции занимала картина «Чудеса случаются на площадях, особенно если они красные». U Americi je ona bila, kao što sam pomenula, verovatno prisutna kada su pravljeni i neki performansi, pa je to upila kao iskustvo, ali isto tako i u jednom širem smislu ono što je vladalo početkom 60-ih godina u Americi i od kraja 50-ih, to je pop art koji je ceo svet kasnije obeležio tom novom umetničkom praksom, gde je bilo jako važno reagovati na svakidašnjicu, na opšte predmete, na predmete koji nas okružuju, na srećne i nesrećne prilike, na velike političke događaje. To su radili i Warhol, to je radio i Rauschenberg i tako dalje. Na neki način, u skromnijem vidu, ona je to već radila sa šejkom 50. godina, ali to nije izlazilo van onoga što je radila sama grupa i vrlo malo se znalo šta je grupa Medijala u tom času radila. Kada je Olja došla sa tim prosvećenim, na neki način, svetskim nazorima, ona je u jednom kratkom periodu prihvatila da bude taj glasnik beleženja savremenosti. I tu je ona počela da slika ono što je bilo aktuelno, to je let kosmonauta, pa će obeležiti tako i Gagarina, pa će onda da govori i o onim momcima koji su bili na mesecu. Dakle, nju je ta vrsta kosmičke energije jako privlačila i ona je u tome možda išla nekim tragovima čak i Fjodorova, velikog ruskog mistika, kosmizma i filozofa, ali nije bila ona u tom smislu ni istrajna, niti toliko obaveštena. Ona je bila neko koja je jako lako reagovao, imala je laku ruku, sve je joj odlazilo sa uspehom, čega god se prihvatila, bilo da je to crtež ili slika ili kao što smo videli taj performans, ona je bila talentovana da jako uspešno realizuje svoje ideje. I tu je tačka opasnosti bila za nju, jer ona će u jednom času da uđe ka politici i da počne da glorifikuje i političke ličnosti, ponekada s pravom, ponekada bez prava, ponekada zbog možda i nekih komercijalnih razloga i tu će da prestane njena velika uloga. Njena uloga je bila onda kada je otvarala vrata i kada je imala zaista bogate umetničke mogućnosti da ih ispolji, ali istovremeno pitanje komercijalizacije, pitanje te javnosti koja je pratila svaki njen novi detalj odeće ili nakita i tako dalje, je prevagnuo nad onim što bi bila jedna ozbiljna umetnička karijera. Veliki problem to je šta se desilo posle njene smrti, koju u stvari niko nije očekivao, mada ćemo svi jednog dana, ali ona nije pripremila to dovoljno, tako da i njena fondacija koja ostaje iza nje ima jako jedan nesiguran osnov i pravni i mesto gde se to nalazi, šta je sa njenim delima, ta njena dela se nigde sad više ne mogu da vide, dakle, ostalo i ljudi koji nju vole i cene, ali sve manje koji je poznaju, upravo zato što njena dela nigde nisu izložena, o njoj se vrlo malo piše, ona je, rekla sam, pitanje do koje mere će ona biti deo istorije umetnosti, bit će deo medijale uvek, ali ona se nije potrudila da sačuva svoj talenat,
da sačuva svoja dela na takav način da ima jednu liniju razvojnu koja bi mogla da se protumači. Ona se prilagođavala situacijama i to je za život bilo vrlo dobro. I ona je proživela srećan život. Jednostavno, kao da je predviđala krah ekološki koji nam se sad dešava. Jer mi smo stvorili toliko đubreta da mi ne znamo gde ćemo s njim. I to njeno bežanje u Vasionu, ja kažem gore, je baš taj razlog koji jednostavno mi kažemo da slika treba da stvori treću dimenziju. Ja mislim da je ona imala bezbroj dimenzija. A jedna od tih dimenzija je bila i ekologija. Da je njoj bilo važno što je bila Ruskinja iz Kragujevca, jer je to neka porodica koja je očevidno i mnogo propatila kao izbeglička porodica i bila je ponosna što su uvek govorili da je lepa Ruskinja i što su naglašavali i u javnosti. Ona to je isticala kao jedan od globalnih svojih kvaliteta, ne posebno što je samo Ruskinja. Она получила почти все награды, которые давались в области искусства в Югославии. По итогам голосования среди югославской публики была признана лучшим художником Югославии 20-го столетия. Она осуществила 99 персональных выставок. Выставлялась в Нью-Йорке, Риме, Милане, Торонто, Женеве, Белграде, Москве, Герцег-Нови и Нови-Саде. Американский биографический центр включил Олю в число 2000 ведущих интеллектуалов мира, а также в число 500 лучших женщин мира. Эти награды она получила еще при жизни. К концу жизни ее большое желание сбылось. Официальный вестник и зарубежные издательства опубликовали большую монографию о ее творчестве на 3 языках – сербском, русском и английском. Так, после смерти самую известную художницу Югославии причисляли к русским по происхождению. Ее картины имели русский след, ее русское имя звучало между первыми в истории. Оля Иваницки – это художественное революционное явление, которое выполняло загадочную миссию, вошедшую в мир будущего.